как стать миллионером в Таджикистане. Тоджикиш ҳам ҳай, русиш ҳам ҳай. Вай роз вақте ки муҳтарам президенти мо омадагӣ будан вай ба гармхонаи ман ба ман гирифтам як 5-та 10-та ҳамон китобҳо гуфтам ки ман гуфтам муҳтарам ҷаноби олия президент ҳамин китобҳо мехоҳам ки худатон хонед. чунки ин китоба вақте ки худатон хондед мана нағзтар мефаҳмед. Гирифтам гуфтан албатта мехонам бачам. Гирифтану ман гуфтам якта натиебам ба ман якта дасташум тиебам ман ба нете бисёртар те як кучоқаша гирифтану бачаҳо шумо ҳама вазирои во бофтан ҳама мехонед ин китоб ҳамина хонед ки ватанамо дигар шавад. То ман устата рафта проектҳоя нишон дода буромага нигоҳ кунам ҳаме амнияту вазирои ҳаме китобҳоя гирифта тақсим кардан ки хонанд. Ман фахр мекунам ки давлату халқи мо аста-аста як шудааст бачаҳо. Шумо бояд ин китобо ёфта хонед. Ин китоба 10 бор хонед, иншоаллоҳ шумо бизнесе месозед ки шумо дар ҳамин Тоҷикистон миллионер мешед. Хо бовартон биёд хонед. Ҳамин баъзе вақт мӯъҷиза ҳаст мегӯянд. Мӯъҷиза ҳамин худо ба бовар кунед, баъд мӯъҷиза мебинед. худо ба бовар накунед намешад. вақте ки ман бароман мекунам баъзе гапҳом ба мегӯям ки ҳамватанои ман ояндаи Тоҷикистона дурахшон мебинам. баъзо мегӯяд моба намешад. чиба ки вай намефаҳмад, барои ҳамон намедонад. вай фикр ҳава намебинад чӣ хел ҳамона сохта наша. ман ҳамона майнаи сарам ба дида истодиам. ман дар ҳамин майнаи сарам дида истодам ки чӣ хел Тоҷикистон обод мешавад. ман ҳамон ба боварӣ дорам. вақте ки ман боварӣ дорам, бо шумо бовар кунед, ман нигоҳ кунед. ояндаи миллату ман худамо сохта намо дар корай. ягон японец намебиёд ки ин кора кунад. ягон немец намебиёд ки ин кора кунад. американец ба мо дар кор нестем. фақат ману шумо ба ин ватан дар корай. шумо худатона дур нагиред. гумон накунед ки ин кори фақат ҳукумат ба кор мекардагии одамо аст. баъзе бачаҳо мешинад дар ҳамин интернет доимо халқи мо дуругагӣ ба тарбия карда истодианд. ман намедонам ба кадом ният. ниятатон шумо чист? доимо давлатамо танқид, доимо миллатамо ба ғурбат. ман намефаҳмам. оқубаташа уйла кунед. шумо вақте ки дар сари як инсон як фикри бада ҷо кардед, шумо гумон мекунед ки нағз карданед. не ки вай фикр ба монанди дона ки зардолу ҳаст. як рӯз на як рӯз неш зада мебурояд. шумо чиза тарбия карда истодед? нафрата? бадбиния нисбати миллата мо? шумо мехоҳед ки солҳои 90 бо такрор шавад? 70-80% халқи мо ки китоб намехонад, вақте ки одам китоб нахонд, баъд анами хел фикрҳои гапҳои ҳамон хел одамо ба бовар мекунад. осон аст ин хел мардуми оддия управлят кардан вақте ки ақли худаш нест. баъзеҳотон бо гапҳои динӣ истифода мекунед, ин кора мекунад. агар ки шумо мана гӯш мекунед, ягон хел ҳамин хел влогера гӯш накунедон. майни саратона тоза нигаҳ доред. майни сари одам ба монанди анамин агародай чизе шинонед ҳавай мебурад. агар нашинонедам худаш дики трава буромадан мегирад, раство шуда мебуравад. нигоҳ кунед ҳамин картошка заминатон, агар ки шумо картошка шинонед, неки алафҳои ёбоиш бисёр мебурад. аммо алафҳои ёбиҳо бо қувваташ зиёдтар аст нисбати картошки шумо шинондагӣ. як дамба пажғал кардан нест мекунад картошки шумо. ин чӣ гуфтанам? фикри бада саратон ба ҷо накунед ки фикри бад нест мекунад тавоноии шумоя, ҳунаратона нест мекунад, меҳратона нест мекунад. фикри бад хати кор накунед, ҳамватанои азизам. В этом ролике я собираюсь говорить о том, как воспитать в своем ребенке характер и вообще, что такое характер. Характер играет важную роль в нашей жизни. Есть очень много успешных людей, которые их не дети, они неудачники. Многих президентов подвели их дети. Много легендарных людей действительно подвели их дети. Вы посмотрите историю, вы поймете. Почему? Потому что вы можете им по наследству машину давать, дом давать. Вы не можете давать им ум. Вы не можете давать этого. Вы должны в него это воспитать. Только так это произойдет. Почему быть организованным? Если ребенок не способен свой день организовать, свою жизнь организовать, если он не способен организовать самому себе, он не будет владеть собой. Если его день будет вот так пройти, его жизнь вот так пройдет, хаотично. Характер – это умение любить трудиться. И что такое труд? Труд бывает два вида. Есть умственный труд, есть физический труд. Умственный труд другой, физический труд другой. Они оба нужны.
Очень важно, чтобы ваш ребенок учился и то, и то. Дома, чтобы он вам помогал, а в школе, чтобы он хорошо учился. Умственный труд – это значит учиться хорошо. Это означает, что быть организованным. Это означает, что действительно стараться быть отличником в жизни, чтобы все делать в отличной форме. Не надо делать лишь бы в жизни. Человек, который сам себе обманывает, он далеко не пойдет. Он никогда не станет успешным. Вот это отличие умственный труд и физический труд ребенку надо объяснить. Они не знают об этом. Вот что я понял. Они не любят физически трудиться, потому что у них характер не совпадает. Но когда человек начнет трудиться, он начнет понимать, а что такое труд? Труд помогает человеку быть мудрым. Труд помогает человеку быть добрым. Милосердие воспитывается через труд. Труд помогает человеку быть терпеливым. Если мы воспитываем своих детей трудолюбие, дети начнут ценить наш труд. Ребенок, который не трудится, он не ценит труд родителей. Он считает, что родители должны. Он воспринимает труд родителей, как будто это так должно быть. Вы внимание обратите? Как будто вы обязаны ему. И он будет требовать от вас. Давай мне такой телефон, давай мне такую одежду, давай мне такой. И капризничает. Это правда. Элементарно простые вещи. Дорогие мои, в Советском Союзе было прекрасное время. Прекрасный мир. Я вырос в Советском Союзе. И, честно скажу, я люблю Советский Союз. Но было 4 очень большие ошибки. Одну из них был такой: все хорошие детям. Именно это понятие, философия «все хорошие детям» привело к тому, то есть родители для себя ничего не делали, все вкладывали в детей. Это привело к тому, что дети, когда выросли, они не ценили труд родителей. Появился дом старелых, и люди начали умирать в дом старелых. Кто из вас мечтает об этом? Всю жизнь трудиться, умирать в дом старелых. Именно этого я обучаю детей, чтобы у детей формировалось понятие эти вещи из самого детства. Уважение к родителям, ценить труд других людей, ценить труд чужой людей. И когда человек любит трудиться, он никогда мусор не бросает на улице, потому что он понимает, что это чей-то труд. Надо научить детей думать, то есть развить умственный труд. Физический труд параллельно по чуть-чуть, где-то в районе 30%, 70% умственный труд, чтобы человек был реализован. Вот этого надо научить. Детей надо обучить, надо научить думать. Это очень важно, чтобы он мог понять, как построить свою собственную жизнь. Он должен уметь думать, как найти решение своей собственной проблемы. Следующий характер – это быть сообразительным. Что значит сообразительным? Соображать в любой ситуации, с кем ты сидишь, где ты находишься, как ты должен выглядеть, и что делать первый, потом что делать, что приведет к успеху. Быть сообразительным, своевременно принимать решения, своевременно делать правильные действия. Понимать понятие надо, не надо, понятие хорошее и нехорошее. Он должен понять, добро от зла отличать. Он должен быть сообразительным. Если ребенок не будет сообразительным, он вырастет эгоистом. Он задевает достоинство других людей. Он будет унижать других людей, не осознавая этого. Следующая вещь, характер. Это означает, человек растет с пониманием, что надо много делать добро, не брать чужое. Те знания, которые мы даем, ваш ребенку воспитывают сильный характер, стать лидером в жизни. мо ягон вақт тоҷикистона муаррафӣ карда наметавонем. Дунё ба беҳтарин телефон гуфта, беҳтарин лекарства гуфта, беҳтарин либос гуфта мо наметавонем ин кора кардан. чунки Турсияю, Хитою, Япония қати мо конкуренсия шудан наметавонем. фаҳмиданед? Не ки мо натуральная продукция қати тамом дунё ба конкуренсия шудан метавонем. Туризм яке аз беҳтарин направление ояндаи Тоҷикистон аст. шумо нигоҳ кунед, ин ягона бизнес аст ки 95-97% пула дар давлат мемонад, дар мардум мемонад. нон мехарад, такси ба пул метиҳад, либосаш ба мешуд, як чӣ мехарад, сувенир мехарад, хӯрока мехӯрад. шумо мефаҳмед? Телефон ба заграница вай мегурзонад, телефон мекунад. 95-97% пули кисаша монда мебуравад. ҳеҷ бизнес кардан натоетон. агар ҳамин ҷозҳои беҳтарини Тоҷикистон сурат кинетоне интернет ба партед, як кас нагас ҳавасманд мешавад мебиёд. меҳмон биёд, худомо кухни ба рафта хом мерам ки меҳмон озор набинад.
меҳмон ба ҳозир истад, беҳтарин хӯрока меҳмон ба метиҳем, беҳтарин ҷоя меҳмон ба мегӯем. ана ин чӣ тоҷик ба ҳақиқатан пул мебиёрад. не ки тоҷикои мо ёд додан дар ко сервиса, сервис нест. яке аз ҷоҳои яке пешқадами пешрафта ба ман меҳмоном овардам, хизматрасош ҳамин хел буд ки хӯрока овардан 45 минут пас ба қошуқ овардан хӯрдан намешава, хунук хӯрд афқо хунук шуд рафта ки фаҳмида студент ҳамин ва як пеш ба бардоштан омад дар кор, хизматрасония пеш ба бардоштан дар кор. ҳамон вақте ки халқи тоҷик, мардуми тоҷик бо якдигар муомиларо ёд гирифт, яъне аз як гиребон сар баровард, донед ки Тоҷикистон дубора зинда шуд. бале ҳама риски калон пула тай болиш ба рӯз кардан нигаҳ доштан ва қорош пас ба фурмодан мегирад. фаҳмида не? баъд вай гуноҳ ҳам ҳаст, пул бояд кор кунад, вай бояд фоида биёрад. бачаҳои мо чӣ кор мекунанд? сета проблема мардуми мо ба. Якум проблема инвестор мекован ҳамон одамои ба пешниҳод мекунанд проектошна ки вай одам ин вай тасаввурот надорад, барои ҳам вай метарсад намегӯд. ин якум проблема. дуюм проблема шахсо ҳамон мард одамои худомо ҳамон идея правилно презентоват кардан наметавад, фаҳмондан наметавад. вай мебиёд фақат мегӯ пулам тиед. ва намегӯд ки фоидаи шумо чи ай, чӣ хеле пула гардондан метавом, наметавом. просто мегӯ ха ягон кор кунем, камтар пул тиед, ягон кор кунем. камтар ин хеле гап будааст бизнес, ин хеле гап нест бизнес ба. сеюмин чӣ? Сеюмин проблеме ки халқи мо ба бисёраш команда хати кор кардан наметавад, технология истифода бурдан наметавад. барои ҳама аввал раведут давлатҳои бегуна ба камтар кор кунед, ҳамона ёд гиред, баъд бед кунед. нури дида кадоматон наметавед пеш ман бед, ман ёд метавам. худо надиҳад ҳеҷ чиз намешавад. сол чунин аст ки ҳамин худо надиҳад ҳеҷ чиз намешавад. не ки худованд уже додаги аст, ҳамин шумо ба ҳаёт дод ку, 24 соат вақт дод ку, саломатӣ дод ку, шумо ба лаёқати фикрона дод ку, чашми бино дод ку, шумо ба худованд уже дод. як помидора ду помидор кардан деҳқон наметавад, ана инаш дасти худованд ба. худованд ҳама ба метиҳад. ин гап дурӯғ аст ки худованд вай ба додасту ба не. касе ки меҳнат кунад метиҳад. чӣ ба? сураи пророк аст. ман вайша русиша бисёр мехонам, мегӯям да тафсираша. юсуфа аз чуқурии чоҳ гирифта мо правители вай кардем, египет кардем. ҳамин хел мекунем ҳар шахсе ки мо ба аз сидқи дил боварӣ карда хизмат кунад. диққат кунед. Ноя, пайғамбар Ноя мы сделали, мы оправдали пророк Ноя перед его қавмом, спасли все его потомкам. Диққат кунед, да? Мы так и сделаем с каждым, кто верно служит нам. Моисея ҳамаш ба гуфтаги дия, ҳаме пайғамбаро ба унҷо гуфтаги. бо ҳар як чиз гуфта, паққиш гуфтаги ки ҳар касе ки мо ба ҳалол хизмат кунад, мо ҳамон ба ҳамин кора мекунем. ҳамин сура ки ман хондам чандин баро фаҳмидам ки ҳар як инсон ба шанс ай. ҳамин инсон ба шанс. бисёр пайғамбаро аз таваллудшон пайғамбар набуданд. баъд пайғамбар шуданд. агар диққат карда хонӣ мефаҳмӣ. барои ҳамон ҳар якти шумо шанс доред, ҳамватанои азиз. ягон вақт худатон фиреб накунед. пул бошад, мисол фикронаи камбағалӣ чи ай? Мегӯяд агар ки ман қарз ба намеафтудам, агар ки мисол налог зиёд намебуд, ба вақттар агар сар мекардам, агар ки ман серфарзанд намешудам, агар ки ман маълумоти олӣ медоштам, агар ки мо шароитимон беҳтар мебуд, агар ки ман ба як кас ҳозир биёду ду се сум пул тиҳад ки ман кор кунам, агар ки як кас як бор дастгирӣ кунад корам пеш мера. ҳамин фикрҳои камбағалӣ ай. ин чизҳо шумо мушай мекунад. Бедный любит считать чужие деньги. Ой, это вообще их любимые дела. У него столько-то машин, у него столько-то дома, у него было столько-то людей на свадьбе, и он делал вот так. Это мечта для них, какая-то вот такая вот. Да, любит чужие деньги. Вот странно, да? И самое интересное, если эти люди попадут в гостях даже к вам, они считают ваше богатство. У вас бывал такой случай? Вы посидите их в зале, пойдите в кухню, пока вы вернете, как будто они лаборанты. Знакомо, да? Значит, вы сами так тоже делаете. Да, природа так. Я понимаю. Это так. Фоткат? Я раньше делал так. Я серьезно говорю. Вот видите, все, чему я вас обучаю, я все работал над собой, чтобы это все победить. Сейчас кто-то, если видит, что кто-то мне говорит, ой, у него крутая свадьба, крутой бизнес, у него такой там-то, я говорю, я всегда в глубине души делаю одну вещь.
Я говорю: Господи, поблагослови его и заодно про меня не забывай. Подойдите одному родственнику, расскажите про успех другого родственника. У этого родственника настроение испортится. Заметили когда-нибудь? А вы знаете, странно, у него лицо сначала, вот, потом потихонечку. Потом, и знаете, странно, как будто от него кто-то украл. Вы знаете, это я несколько раз в своей собственной жизни, я это видел. Я это видел действительно. Это было что-то. Это правда. Мои родственники даже тут последние 2-3 года только узнали, что я богатый. Я однажды вспомнил, 10 лет назад, я что-то делал, я вспомнил только такой мелочь, какой-то чего-то приобрел, а потом позвал родственникам. И как раз я говорю, когда пошел к кухне, и я случайно поворачиваю, смотрю, один другому говорит: вы верите? Я случайно пошел туда за чаем и за один второму вот так делает. А второй вот еще вот так делает второй. Когда я это видел своим собственным глазам, я тогда задумался. Я тогда сильно задумался. Я потом после этого, я до сегодняшнего, у меня нормальной машины нет в Таджикистане. Я еду такой Мерседес, который будет 4 глаза есть, такой маленький такой. Но он недорого стоит. В общем, такой недорогой такой. И живу в той квартире, которую абитуриентом был, купил трехкомнатную. Такой простой. Можно сказать, такой старенький такой. Простенький такой. Потому что все родные такие, родственники все придут. Соседи. Пойдет? Пойдет. Потому что только последние 2 года они поняли, что я чуть-чуть богат. Потому что везде у меня реклама появилась, они начали задуматься. О, оказывается, у него будет состоятельно. А на самом деле до этого времени так. Я даже последние 2 года, можно сказать, на машине начали ездить. Маршрутки ездил. Я переезжал домой, сидел на маршрутке ездил. Меня никто не знал там. Это нормально. А почему? Потому что не разбуди дьявола у людей. Мой совет к вам такой. Не разбудите зависть у людей. Зависть человека страшная штука. Поверьте так. Вы когда-нибудь столкнулись с... Вы знаете, у всех людей есть какая-то своя национальная особенность. Я учился этому у узбеков. Они очень скромный народ. Особенно богатые. Ты заметил когда-нибудь? Какой-то чапан надевает, еле голышом ходит. А внутри у него на этот платок завязан, наверное, $1 миллион. Да, это мудрость. Потому что чем вы разбогатеете, тем надо быть скромным. Это правда. Тем надо... Богатство, люди любят простоту. Не разбудите дьявола внутри людей. Люди очень завистливые. У людей так... А видите, вот она. Люди любят. Ну, вот такой. Сами не трудятся, хотя чужой брат. Поэтому у людей бывает такое. Что ли богатые? Давай, пожалуйста. Богатые любят восхищаться чужими успехами. Дорогие мои, восхищайтесь всегда. Восхищайтесь, если видите у кого-то красивые дети. Скажите: Господи, какие они прекрасны. Восхищайтесь, скажите: Господи, дай всем таким. Видите, что у кого-то хорошая жизнь. Восхищайтесь хорошей жизнью. И поблагословите. Я благословляю тебя и твою жизнь. Поехали, следующее. Бедность считает неудобным, говорит о своих услугах и продуктах. Думаю, если надо, сами попросят. Внимание обратите. Вот эта черта очень хорошо развита советскому человеку. Мы думаем, вот знаете, мы хорошо умеем работу делать, просить за эту работу деньги мы не умеем. Согласны? Еще, мы хорошо делаем какую-нибудь работу, потом нам неудобно говорить о нем. Например, иногда бывает, что в одном подъезде вы живете, может быть, ваши соседи не знают, чем вы занимаетесь. Может быть, ваши родственники никогда не попробовали вашу услугу. Может быть, ваши братья и сестры или ваши друзья, может быть, никогда не покупали у вас что-нибудь. И самое главное, они же тоже все вещи покупают же где-то. Но они покупают его где-то в другом месте. Согласны? А почему? Потому что мы им не рассказываем. Я в одном книге почитал про одного парня, что он занимался страховым полисом, продавал страховые жизни.
И он своему другу звонит, говорит: послушай, я с тобой столько-то лет друзья. И мы каждое воскресенье с тобой играем в гольфе, волейболе и так далее. Да как ты мог купить на такую сумму страхование у другого? А он говорит: потому что ты ни разу меня не предлагал. Он говорит: как ты мог купить? Он говорит: я откуда знаю, что ты этим... Ты мне ни разу не предлагал. А мне полгода предлагал подряд этот человек. Я купил у него. Но ты сказал бы: я у тебя купил бы. Это о чем говорит? Это говорит о том, что у нас есть какой-то внутренний барьер, который переживание создает. Вот такой. Однажды один человек мне сказал так: Давлатов, вы так хорошо говорите о своих услугах. Я ему сказал: подожди, послушай, если человек платит на моем тренинге $100 или $200, или на мой мастер-класс 3000 или 5000, и он зарабатывает сотни раз больше, а почему должно быть мне стыдно? Ты можешь мне объяснить? Потом я ему сказал: назови 3 причины, почему я должен стыдиться. Мне должно быть неудобно. Если это поможет этому человеку кардинально изменить его жизнь, объясни мне, пожалуйста. Сегодня зашел ко мне парень. Он военный. 2 года назад посещал мои тренинги подряд несколько курсов. 2 года назад. Сейчас подошел, чтобы просто поблагодарить. Его Рустем зовут. И я сижу, и он говорит, он рассказывает. И вы знаете, он говорит: знаете, Давлатов, моя жизнь кардинально на 500 градусов, наверное, поменялась, не то, что 380. И рассказывает свои достижения. Я был обычным военным, который пьет, гуляет, ходит, больше ничего не делает. Как обычно. Сейчас у меня и деньги есть, и того есть, и карьера есть, до полковника дошел, и так далее, и так далее, и так далее. И он рассказывает, как они организовали несколько мероприятий, не имея никакого копейка. Он говорит, когда людям сказал: давайте это организовать, все сказали: да откуда деньги? Вы что, собираетесь у людей собрать? Я говорю: нет, будем думать. Идея, план, система. Меня научил Давлатов такой вещь. И начали, говорит, расписать. Они были в шоке. Привлекали 1 600 чем-то тысяч рублей, сумму. 1 600 чем-то сомоны. Сомы, то есть? 1 600 чем-то сом, это нелегкая сумма. Уметь, как это организовать. И он говорит: знаете, я был в шоке, когда это сделал. Сижу сам по себе, думаю, как это произошло, как это получилось. Все зависит от туда, как это работает.